Исәнмесез, дуслар. Испания выиграла чемпионат Европы. Аргентина стала вновь чемпионом Кубка Америки. Можем ли мы, татары, представить, что когда-нибудь наша сборная Татарстана по футболу тоже будет принимать участие в мировых соревнованиях? А мы, татары, будем ездить по миру, болеть и гордиться за нашу татарскую сборную, как это делают болельщики других стран. Можем ли мы, татары, представить наши татарские счастливые радостные лица на мировых стадионах? Как мы видим радостные и счастливые лица испанцев, уругвайцев, аргентинцев, украинцев, колумбийцев и болельщиков других национальных сборных. Или мы, татары, недостойны быть на их месте. И наш удел просто наблюдать, как другие народы живут полной жизнью и радуются. Как другие народы гордятся своими победами, гордятся, что они принадлежат к той или к другой национальной сборной. Или наш удел – это быть тенью наших поработителей, наших оккупантов, которые нас загнали ниже плинтуса и не дают нам никакой возможности даже мечтать о чем-то. Будут ли когда-нибудь у нас свои татарские национальные спортивные сборные команды, за которые мы с радостью будем ездить по всему миру и болеть, говоря с гордостью, что это наша национальная татарская сборная по футболу или по какому-то другому виду спорта? Конечно, да, несомненно, они будут, но только в независимом свободном Татарстане. Почему-то мы, татары, в своих мозгах думаем, что без русских мы никто. Почему-то мы, татары, думаем, что если бы не русские, то у нас не было бы даже света, электричества, дорог. Мы бы так и жили бы в пещерном веке. Как бы невзначай нам говорят русские. Почему мы, татары, думаем, что даже мыться нас научили русские, и что если баня, то она обязательно русская? Почему мы, татары, думаем, что если бы не русские, то нас бы давно бы захватили и уничтожили какие-то враги? Вы знаете, что русские в то время в Казанское ханство ездили, как сейчас русские ездят в Куршавель, как в Европу. Что для русских в то время Казань была своего рода недоступной Америкой. И попасть туда могли только очень богатые русские купцы и чиновники. И то, что мы так думаем, что это всего лишь навсего русская пропаганда, захватившая наш разум. И не более того. Пока мы, к сожалению, являемся рабами русских и их пропаганды, и не можем даже открыто говорить о нашем будущем, потому что они нам запретили это делать. Русские у нас отняли все. Наш язык, нашу государственность, нашу культуру, обычаи, традиции, мечту. Поменяли несколько раз нам нашу письменность. Запретили нам мечтать о нашем будущем. Мы проводим лишь сабантуи, разрешенные русскими. Сколько мы еще будем это терпеть? Сколько мы еще будем терпеть наше рабство? Можем ли мы, татары, это изменить? Изменить свою судьбу? Да, можем. Ведь от того, что мы станем независимым государством, вреда от этого никому не будет. А самое главное, мы станем свободными со своей внутренней и внешней политикой, со своей татарской культурой, языком, обычаями и традициями, как у всех свободных народов. Для того, чтобы изменить нашу судьбу, судьбу татарского народа, нам нужно встать всем на борьбу. И не важно, какое вражеское войско и в каком количестве будет стоять перед нами. Если нас будут миллионы, то мы с легкостью пройдем все этапы формирования своей государственности, своей страны. Мы не только обязаны освободить наши татарские земли от оккупантов, но и сделать так, чтобы татары на своей земле жили счастливо, чтобы рождались для счастливой жизни, а не для русской переписи населения и не для войн ради русского мира, которые нас же уничтожают. У нас, татар, к счастью, есть одна привилегия, которую русские у нас не отнимут никогда. Это наше право. Право бороться за свою свободу. Право бороться за свою семью. Это наше право бороться за свободу своего народа, за нас. И это право мы, татары, обязаны использовать на все 100%. Подписывайтесь на наш канал и помогайте нашей партии финансово. Нас становится больше.
мы становимся сильнее. Бигзу рахмат сізге.